Мама, сегодня я расскажу очень интересную тему, называется она «Микробы вокруг нас». А зачем нужно мыть руки? Что случится, если руки вообще не мыть или мыть их просто так без мыла? Я решила узнать об этом поподробнее. Микробы – это мелкие живые вещества. Микробы так малы, что мы их не видим. Микробы можно рассматривать с помощью микроскопа. Некоторые из них такие маленькие, что практически не видно даже под микроскопом. Микробы бывают полезные и вредные. Полезные микробы помогают при создании лекарств. Вредные микробы, попадают внутрь с пищей, начинают очень быстро размножаться и вредить человеку. В результате человек болеет. Исследовательская часть. Первый опыт. Смоченный спиртом мы протерли ватой и увидели, что ватка оказалась грязной. А думали, что руки чистые. Затем мы помыли руки с мылой и увидели, что ватка оказалась намного чище. я сделал. Я сделал вывод, что глядя на руки, они кажутся нам чистыми, а на самом деле там огромное количество микробов. Второй опыт. Мы взяли кусок хлеба и поместили ее в мешочек. А через 6 дней мы увидели на нем огромное количество плесени. Плесень страшна, даже если мы его не видим, то можно почувствовать запах. Есть такой хлеб нельзя. Опыт показал, что микробы портят продукты. Третий опыт. У меня зубная щетка. Я пользуюсь им ровно 3 месяца. И мы решили ее увидеть с помощью микроскопа. Мы взяли несколько щетин из зубной щетки и увидели по краям много налета. А на нем микробы. Опыт показал. Люди. Люди должны Менять, да? Люди должны менять зубную щетку. Дальше. Способы защиты от вредных микробов. Люди должны знать, что надо соблюдать правила гигиены. Мыть руки перед едой. Мыть руки перед едой. После туалета, после прогулки. Не брать в рот посторонние предметы. Хорошо. Дальше. Всегда мыть фрукты и овощи. Не пить некипяченую воду.